абсолютно плевать. Вот еще один симптоматичный пример, про который рассказывает «Осторожно, новости». Про Татарстан. Близкие контрактника из Татарстана утверждают, что после ранения его привязали к дереву, сутками морили голодом и под пытками требовали признаться в самостреле. 37-летний Ришат Шакуров из поселка Шамардан подписал контракт летом прошлого года. Военная часть 122-73 отправился на войну. 20 мая 24 года он получил осколочное ранение ноги после атаки БПЛА и попал в госпиталь. По словам семьи, там его не оставили на лечение, отвезли в штаб 37-го полка. Как рассказала «Осторожно, новости» сестра Ришата, там брата привязали к дереву, били по больной ноге и принуждали сказать, что он ранил себя сам. «Осторожно, новости» ознакомились с аудиозаписями, в которых Ришат рассказывает, что с ним происходило. «Командир полка поменялся, пришел новый, — говорит он, — если ранило человека, начинается расследование. Не хотят, чтобы я признал свое ранение, как будто я сам себя подорвал. Привезли в штаб, пошли угрозы, забрали телефон, привязали к дереву. Так как я татарин, мусульманин, говорит, клянись Аллахом, что такого ранения не было. Мы тебя отправим к таким же братьям, где тебя будут иметь, выебут, ты все равно признаешься. То, что я сам себя ранил. Пиздец. Я говорю, я же не могу сам на себя наговаривать. Присаживаться нельзя. Нога опухает. По словам Ришата, медсестра обработала его ранение зеленкой, потому что больше ничего не было, и сказала, что нужно в госпиталь. Сестра военного утверждает, что после ее жалоб в прокуратуру Ришата с ранением отправили на боевое задание. Сослуживцы брата рассказали ей, что после пыток Ришат пытался сбежать, но его поймали и передали военной полиции. По последней информации, Ришат Шакуров больше 10 дней провел в яме. Его не выпускали даже в туалет, а несколько дней назад его перевезли в подвал для отказников в Зайцево, знаменитый на всю округу. После этого на связь он не выходил. Сестра безрезультатно обращалась в военную прокуратуру Казани, Донецка, ГВСУ СК РФ. Туда же обращение направлял депутат Госдумы Айрат Фарахов. Юрист сестры лично ездила в Луганск, но ее там не приняли. На звонок «Осторожно, новости» сотрудники Луганской прокуратуры тоже не ответили. Очередная демонстрация отношения к своим же солдатам, к тем, кому нужна медицинская помощь. Я это говорю не для того, чтобы вызвать у вас жалость к этому солдату. У меня нет жалости, особенно к контрактникам, которые пришли, подписали просто за деньги, пришли убивать украинцев. Фактически, просто это урок всем, что с вами будет там, на войне. Поэтому даже не думайте туда попадать. Еще один контрактник, Алексей Назаров, записал видеообращение из воинской части номер 420-91 в Новороссийске, где располагается 108-й гвардейско-десантный штурмовой полк. Назаров утверждает, что ему присвоили категорию В, он не годен к выполнению боевых задач и может нести только службу в тыловых условиях. Кроме того, он инвалид 3-й группы. Несмотря на это, его хотят отправить в зону. Надеюсь, понятно теперь мои вот эти видосы, вот это все. Надеюсь, это дойдет всем, начиная с Татарстана, с Башкортостана и другие республики, и до Узбекистана, которые мозг выносят, то, что я сбежал и как бы надо было идти. Вот особенно вот таким тупорылым узбекам, моим землякам, так скажем, тупорылым именно, собирайте свои манатки, пишите контракт и пиздуйте на Украину, если вы такие, как это, пиздолизы Путина. Так что давайте.